Добрый день, дорогие телезрители. Что-то погода особо не располагает, да, сегодня к таким движу, скажем так, в чистом поле, в подворьях. Но еще раз говорю, дворы бывают разные. Бывают завершенные до конца, то есть с хорошими грядками, с хорошими верандами, какими-то там кашпо, качелями, гамаками и так далее. А бывает на стадии строительства. И я более чем обещаю, потому что мы 80%, наверное, будем шарахаться вот по таким дворам, когда на стадии строительства. И в самом начале я бы хотел объявить, мы же открыли там Инстаграм, как бы этот аккаунт, мы же современные люди. Я более чем уверен, что на наш Инстаграм очень скоро подпишутся куча замечательных людей, вовлеченных в тему строительства, частного подворья, частного жилья. И чтобы немножко стимулировать этот момент, я вот объявляю розыгрыш среди подписчиков вот этого замечательного инстаграм-аккаунта подворье, нижнее подчеркивание, ek24.ru, то есть программа подворье, которая выходит на канале Якутия-24. Замечательный инструментальный ящик. Инструментальный ящик, который открывается вот так. Может открываться так. Или можно в одну сторону открыть, или в другую сторону. Да, трансформер так называемый. Как удобнее. Секции для мелочи, компания Стэнли, и кейс предоставлен нашим партнерам, замечательным магазином инструментов, которыми я очень часто покупаю лично различные инструменты. Это 220 ИКТ, на строительном рынке. И нужно подписаться на аккаунт подворье ИКТ, на аккаунт магазина 220 и на мой лично, пусть ваших тоже подписчиков понабежит ко мне. И через несколько дней умная девочка, которая Лиза Онейр, определит победителя. Оставьте комментарий, укажите там такого же вовлеченного товарища, который в теме частных домов, и считайте, что без 5 минут вот этот кейс ваш. Ну все, скажем так, это в сторону. А сегодня у нас замечательный, вернее, мы в гостях на строительной площадке у замечательного человека, да, человек, которого многие очень знают, как представителя древнейшей профессии, которая называется строитель. Строители были в Древнем Египте, строители были, Рим строили, виадуки строили и так далее. А сегодняшний наш гость занимается деревянным строительством, который ошибочно очень многие считают самым доступным вариантом для строительства частного жилья. Владимир Луковцев, признанный строитель, человек, который специализируется на high-end технологиях обработки дерева. В частности, вот вы видите, сзади стоит дом, который Владимир строит. Он говорит, с 19-го года строит. Но, хотя я не верю, потому что я видел несколько циклов работы, то есть несколько объектов. Я был свидетелем того, как строит бригада под руководством Владимира. Да, ну, давай немножко. Почему именно клееный брус и почему именно решили остановиться на этой технологии? Здравствуйте. Я в 2002 году закончил Лесотехническую академию. И после этого начал свою трудовую деятельность в Сахалесе. И потом там отработал 13 лет. И работая там уже понял, что деревянные дома, это более или менее качественные деревянные дома, можно сделать только из клееного бруса. Они более стабильны, потому что они уже сделаны из высушенного материала. И они не дают минимальную усадку, минимальные трещины дают. Все равно есть трещины и есть усадка, но они минимальны. Это в деревянном домостроении это самый лучший материал, на мой взгляд, на сегодняшний день. Поэтому, и один из самых дорогостоящих. Да, и один из самых дорогостоящих. Но это самый стабильный материал, поэтому мы остановились, и мы сейчас работаем только с клееным брусом. На протяжении уже 4 лет, наверное, уже работаем только с клееным брусом. Мы отошли от других материалов, и дома мы строим уже под ключ, по желанию клиента. И мы, в частности, моя компания, да, мы предоставляем сами только услуги. Очень многие подписчики спрашивают конечную стоимость дома. Я даже сам не знаю конечную стоимость дома, потому что мы помогаем покупать клееный брус, пиломатериалы, а уже отделочные материалы клиент выбирает сам, потому что на цвет и вкус товарища нет. Поэтому
как он хочет видеть, какие двери он хочет. Он сам это все, какие окна он хочет. Он все сам выбирает, какой цвет дома изнутри, снаружи. Это все сам человек выбирает, мы только помогаем. Давай немного о проекте. Да. И люди очень многие звонят мне и спрашивают, начинают спрашивать, такой вопрос задают. Хотим построиться дом 8 на 8. И сколько это будет стоить? Тут уже я сразу скажу, тут уже две ошибки, да. Люди по старинке уже хотят строить коробку, и туда уже, построив дом, пытаются разместиться, да, как-то. Что-то где-то, ну, они так думают. Поэтому посоветую всем, да, обратиться к дизайнерам и хотя бы, это недорого, Эскизный проект. сделать эскизный проект о размещении полностью всех мебелей, да. И исходя из этого у вас, по вашему желанию, уже нарисуется весь контур вашего дома. И уже у вас получится то, что вы хотите. И это самое правильное решение, потому что когда вы строите дом 10 на 10, там, 8 на 8, у вас где-то остается помещение, да, лишнее пространство, а где-то наоборот не достает. А это уже и потеря денег, я так считаю. Поэтому самое лучшее решение, это когда вы полностью размещаете ту или иную мебель, которую вы хотите, да, правильно разместить. И уже с учетом даже того, что как солнце пойдет по вашему участку, чтобы в обед, чтобы у вас солнышко светило. Вот, Вот чтоб- типичный проект, как Типичный выглядит? проект. Вот это вот планировка для Да, помещения. вот Это планировка помещения. планировка И, помещения. знакомый, кстати, объект. Да. Знакомый объект, ага. Да. Ну, вот такое, здесь кухня, полностью мебель все расставлена. И исходя из этого, мы вот здесь уже, у нас подсветка лампы. Где будет лампа стоять, где розетки будут, на каком расстоянии будут. И мы во всех домах наших коммуникаций делаем все скрытно. То есть внутри уже внутри стен. То есть электрика получается внутри стен. Отопление тоже идет по полу первого этажа и второго этажа. И она все скрытно получается. Владимир, так как вы представитель глухарь, скажем так, профессии, давай мы сделаем так, мы пройдем поближе, да, к замечательной вот стенам. Ну, в принципе, все поимели представление, что такое проект дома. Я еще раз говорю, даже фундамент рассчитывается под, Да. отдельно да. под конкретный. То есть нет такого, что человек залил ленточный фундамент, к примеру, 8 на 8, Да. и под это дело будет городить. Это крайне неграмотный подход. Да, Ну, мы смотрим здесь. Здесь, значит, силовые элементы, все они тоже из клееного бруса. Да, Видите, полностью из нарощенные. клееного бруса. Это свайный фундамент, да? Да, это свайный фундамент, потом плита идет, и уже начали мы ложить. Первый венец мы ложим из лиственницы, просто из сырого, потому что там изнутри все равно лежит полистирол, потом стяжка идет, поэтому его не видно. Зачем его делать из клееного, это смысла нету. Поэтому первый венец мы делаем все равно из этого. Ну, здесь вот особенно видно структуру клееного бруса, да? Да. Правильнее он называть профилированный клееный брус. Да. Профилированный клееный брус. И смотрим вот эти вот... Состоит из высушенной древесины, ну, это считается как ламели. Ну, тут получается 6 ламелей, это доски. Сначала они высушиваются, потом строгаются, потом уже после строгания выбираются дефекты. То есть дефект, видите, здесь сращивание идет. Потом сращивается Зубчики весь этот, такие. да, зубчики. То есть хороший материал отдельно сращивается, а плохие отдельно сращиваются. То есть внутренняя часть это уже с дефектами, которые идут. С То есть самые сучками, там. качественные идут снаружи и внутри, да? Да, самые качественные идут снаружи. И здесь, так как вот здесь срощенная древесина, ламель, да, у него нету внутренней нагрузки, то есть как робить. То есть вести вот это, например, вот сюда наружу или внутрь. Вот всякие линии, да, они вот эти линии, Да, вековые. да, кольца, Годовые годичные, кольца, годовые кольца, они постараются выпрямиться. То есть это и- с учетом компенсации вот этих силовых процессов. Да, когда сращивается на мелкие кусочки, там внутренней нагрузки практически нет, поэтому это и есть стабильный материал. И я так понимаю, это не требует вот замечательного процесса, который называется конопати-пати там. Нет.
Абсолютно нет. При строительстве это все А делается. межвенцовый утеплитель какой здесь применяется? Здесь мы делали джут. Но сейчас сейчас вот с этого года мы начали использовать полимерную, да. Полимерную ленту. Владимир, еще один. На нескольких объектах было такое, что после сдачи уже объекта были определенные продувания и так далее. Вот Да. вчерашний наш замечательный гость, в частности, Анатолий Кириллин, да, который по системе отопления консультировал, у него есть свое оригинальное мнение. Он говорит, что современные деревянные дома мало нагружаются с чердака. То есть Да. там легкие очень материалы лежат. Да, Как вы совершенно обеспечиваете... верно. Здесь усушка очень маленькая, поэтому здесь мы стягиваем все это глухарями. Ну, это саморезами такими большими. Стягиваем друг к другу, и практически уже нету такого. Чтобы Да. усушка, Усушка, скажем так. рассыхания, Да. такого нету, уже щелей нет. Ага. А все-таки углы это самый ответственный. Да, Любой строитель скажет, да? Да, в любом доме углы самое узкое место. Самое узкое. То есть, Самое узкое место, где максимальные можно. теплопотери идут именно Да, по по углам. углам. Давай зайдем внутрь. Вот мы смотрим снаружи вот эти вот панорамные окна, второй свет, все те тенденции, которые для тех, которые хотят качественный дом, я еще раз говорю, качественный дом, потому что деревянный дом может быть разный совершенно, да? Да. Панорамные окна, здесь высота примерно 2,20 же, да? Да. Примерно. И Примерно. окна второго цвета. Все это индивидуально, все это просчитывается, и все это стоит очень больших денег. Я еще раз говорю, бюджет, который предлагает ипотека, в принципе, качественные деревянные дома, фактически не уложится. Нет, не уложишь. Ага. Владимир, такой вопрос. Вот сколько у тебя бывает обращений, и какой процент из этих обращений доходит до конечного проекта? Ну, мы строим в год где-то, если смотреть, очень мало. Относительно других компаний. Да, мы строим где-то 10 домов. Обращений очень много. Тысяч. Да. И они все хотят, все люди звонят и хотят маленькие дома, да? Или звонят по дальневосточной ипотеке. Этих денег не хватает на такие дома. Еще Потому раз что в этом году очень слишком выросли цены на клееный брус, вообще на материал. Не, вообще на материал. Вот Да. смотрим, сейчас сырой брус, да, стоит 22 тысячи минимум. Да, минимум. Минимум. будет стоить. И то его нету. Щас- То есть щас в речном придет. порту там основных поставщиков нет. С чем связано, вот как специалист по лесохозяйству? С чем это связано? С ипотекой или с другими какими-то? Нет, тут ипотека ни при чем. Тут, в общем, экспорт, все поставщики пиломатериалов ориентированы на экспорт. И Китай поглощает весь материал. Там очень большой спрос, большой спрос. И поставщики начали туда идти. И когда они на экспорт отправляют, они еще возвращаются у них НДС. И при этом, получается, цены там варьируются где-то $300, да, пиломатериал. Поэтому цены очень выросли. И в прошлом году основной поставщик, который в Якутск отправляет, он уже уменьшил материал. И мы это прочувствовали в этом весной. В этом году он тоже собирается уменьшить объем. То есть и искусственно с этим завышаются цены. На все, кстати. Сейчас я заберу-ка телефон. По-моему, у нас со студией связь. Так, пойду за... Владимир, давай зайдем все-таки, посмотрим. Посмотрим. Кстати, вот ДПК, древесно-композитная, древесно-полимерный композит. Это очень хороший материал. Мы в последнее время используем только этот материал, потому что если древесиной работать, вот здесь на гребенках очень быстро стираются лакокрасочные изделия. Любой, ясный лак даже. Да. Очень, очень быстро стирается, поэтому мы в последнее время перешли только на этот материал. ДПК, один из, опять же, еще раз. На самом деле он доступный, но, скажем так, обработка тоже требует. Ну, тут обработки нету, тут Да, тут завода он сразу изначально идет, шоколадный изначально, идет. да. Ну и пробуем зайти. Андрей, давай разуемся, а то все-таки хозяева. Да, тут света же нету, да, будет? Нет. Тут на стадии работы. Света нет, и изнутри вот как выглядит помещение из профилированного клееного бруса. Здесь стены покрашены, наличники установлены. Здесь у нас осталось сделать лестницу
А лестница будет где? Вот здесь, вот там вот, здесь вот, будет вот, стоять. Там, Да. где стоит временная пока лестница. Да, здесь будет металлическая такая лестница с одной основанием вот так, с тетевой. Ага. С площадкой большой будет. Вот это сейчас на стадии разработки. Ну, пока проект мы делали, сразу мы это место предусмотрели. Очень много людей не оставляют места под лестницу. А в проекте внутренняя обработка, чем финишная обработка? Вот здесь мы покрасили финской краской. Это уже пропитано? Да, пропитана. Уже воск содержащий. И на ощупь очень приятная. Да, такое тактильное ощущение, как Да. шелковый какой-то. Да. Да? Шлифовка осуществлялась под какое зерно? 150. Значит, тут методика такая. Значит, шлифуем, чистим полностью, потом первый слой ложим. После первого слоя обязательно у древесины встает ворс. Да. И этот ворс снимаем вот такими мелкими этими абразивными губками. Снимаем и потом уже ложим второй слой. Тогда у нас и тогда тактильное, получается да, вот такое- вот ощущение такое приятное, гладкое. Вот я прислонюсь вот так. Да. О, приятнее, чем женщина. Да, на самом деле. Ну, тут есть много ноу-хау. Не будем, скажем так, подниматься на второй этаж. Здесь, я так по проекту, даже лифт для опускания основной люстры, Да. главной люстры. Здесь на втором свете установили люстру, лифт для люстры, Чтобы и чистить. чтобы чистить, мыть. То есть с пульта он опускается до определенного расстояния. Это уже когда люстр придет, мы нижнюю точку отрегулируем и уже установим. Ага. И видим вот элементы скрытой проводки и скрытой инженерной коммуникации, да? Да. Так они выглядят, допустим, это здесь установятся подрозетники. Я так понимаю, это выключатель или датчик какой-то, да? И здесь вот так вот выфрезовано все идет. Вот, в принципе, Ну это видите? если недалеко с проема, мы с проема заходим. А если он уже далеко находится от этого, мы выходим При сборке. При сборке строительства сразу снизу выходим. И выходим уже с гофрой. Там уже гофру отрезали, вот так с гофрой выходим. Ну, Чтобы с соблюдением всех Да. технологических вот этих И вещей. используем обязательно ГОСТовские кабеля. ГОСТовские кабели. ГОСТовские. Ну, чтобы Потому что по ТУ кабеля, они сечение меньше идут. И риск больше получается. Да, нагревание. Владимир, посмотри, вот здесь вот видим следы каких-то расклиниваний, да? Это для чего? специально выступы для утеплителя. То это на заводе уже сделано. Это Видите? уже профилированные. Да, выпрофилированы. Ага. А я думал, это расклинивали почему-то Нет. каждый. Нет. Получается. Ну вот изнутри, как мы видим, еще раз, так выглядит. Он фактически тогда не требует финишной отделки, да? Нет, уже покрасили, и уже ваш дом уже готов. Ощущение деревянного дома остается. Но согласись, что есть тренды покрывать, как в Америке, укрывной краской. Да? То есть несколько... Я хочу уже по покраске остановиться поподробнее. Да? По покраске очень много людей не знают, очень много людей обращаются. И есть краски, которые финиш, наружные даже. Да? У краски есть два вида. То есть это лиссирующий, это, который показывает текстуру древесины. Вот, Например, это такая. есть. И есть укрывная, которая полностью закрывает, и она получается как пластмасса. Да? Есть, помимо этого, есть масла. На сегодняшний день в эксплуатации я считаю самый лучший вариант – это масла. Потому что лакокрасочные изделия, они создают пленку. И когда ты с уличной стороны, с фасадной, внутренней стороны, не говорю, внутренней стороны, эта лакокрасочная продукция будет стоять очень долго. Более где-то 15 лет она простоит, прослужит. Укрывная. Да. А снаружи лакокрасочные изделия, там агрессивная среда. Это ультрафиолет, морозы, тепло, жара, дожди. И там лакокрасочные изделия от фирмы-производителя, она имеет такой... Свои свойства. Да, от 1 года до 15. Самые максимальные это дают укрывные краски. Вот, например, почему я говорил масла, лакокрасочные изделия, они создают пленку, а масла, они пропитываются.
То есть, если вы хотите дом обновить, краску обновить, да, вы, если краской покрашена, вы должны полностью вышлифовать и уже положить новую краску. А когда вы красите масляными составами, Можно обновлять. можно просто помыть и заново же покрыть. Обновить. Да, обновить краску, да, обновить масло, лакокрасочные изделия. Вот поэтому масла на сегодняшний день, они чуть-чуть более предпочтительнее в процессе эксплуатации. Хотя они дороже. Да, они дороже. Но, Они дороже? Ну, тут цена, как литр, если ты возьмешь, она дороже. Но у него расход совсем минимальный. Минимально. Намного меньше, чем лакокрасочные изделия. А что скажете насчет вот как раз лиссирующих составов? Потому что очень многие, ну, тот же Акватек же, это, в принципе, это пропитка. Это пропитка, да. да. Это пропитка, и это, я считаю, это просто Деньги на ветер. Деньги на ветер, потому что через год вам придется уже, через год, через два вам придется обновлять. А чтобы обновить, вам надо будет, опять же, тот же процесс шлифовать, Шлифовка. а обратно красить. А это затраты. Шлифовка очень, кстати, вредный процесс, потому что Очень мало кто присоединяет пылесос, мало кто пользуется респираторами, считают на улице, это же ничего страшного. На самом деле, вот когда достаточно таким хорошим зерном начинаешь шлифовать при помощи либо болгарки, либо ленточной шлифмашинки, очень много пыли образуется, которая никоим образом положительно на здоровье мастера не влияет. Поэтому ваши ребята, кстати, как СИЗы используются? Да, обязательно с респираторами все ходят, тремовскими, да, и костюмами, которые для маляров специально покупают. Одноразовые костюмы, которые... Одноразовые костюмы, да. Ага. Вот. Что вот по поводу этой лакокраски, да? Выбирайте самых лучших производителей. Я считаю, на сегодняшний день это топ Теклас, Тикурилла, Биофа. Нобель. Если масла, это Биофа, Ремерс. Вот такие. Ну, на самом деле, еще раз, тот маркетинг, который, ну, не жертвой которого, а это на самом деле реалии. Ну, да, банка Акватекса стоит, допустим, 250 рублей, хватит ее, допустим, на 10 квадратов, но срок службы вот таких пропиток, он составляет минимальный. Поэтому на деле, столкнувшись с финишной обработкой дерева, я сам столярничаю, я абсолютно соглашусь, что Владимир абсолютно прав. Либо выкидывать достаточно значимые, потому что у вас наружные стены отнюдь не 10 метров, и одной банкой не обойдешь того же Акватекса. Да? Нужно брать большие объемы, нужно идти на расходы. Лучше один раз покрыть качественным материалом, чем это. Поэтому в завершении нашей программы я вот благодарю Владимира, своего старого друга, специалиста, который очень высокого класса, который в деревообработке замешан. Ну, лес академии у человека. Да? И скажу, миф о том, что деревянное строительство является одним из самых доступных, это миф. Это прежде всего миф. Возможно, деревянный каркас, применение бюджетных материалов типа ОСБ, который тоже подорожал. Все уже дороже. Куб ОСБ стоило 18 тысяч, стало стоить 50 тысяч. Да? Все сейчас подорожало. Тонна металла стоит 120. И это еще не финиш, потому что, еще раз говорю, экономика страны, ориентирована на экспорт, диктует свои условия, с которым вынуждены мы все мириться. Мы вынуждены покупать лес по 25 тысяч за куб, но хорошо обработанный лес, к примеру, вот такого плана стоит порядка 50 тысяч за куб. Да? Да. Порядка 50 тысяч за куб. Это четырехсторонняя обработка, это профилирование, это склейка. Кстати, склеивают тоже экологическими материалами на основе ПВА. Раньше были формальдегидные клея. Не ПВА, есть от ПВА до домостроения уже ушло. Есть сейчас и пиклея, и пурклея. Пурклея. Те же самые клеи применяются и в столярном производстве, которое считается тоже стремиться к большей экологичности. Я еще раз говорю, мы разыгрываем замечательный приз, который в начале, это ящик для инструментов Стэнли от нашего партнера 220 ЕКТ. И подписывайтесь на наш аккаунт, на аккаунт наших партнеров, и через несколько дней один из наших подписчиков
станет обладателем замечательного приза. Вот такой ящик инструментального Стэнли. Мы будем дальше, мы даже придем на строительную площадку, посмотрим даже, возможно, процесс склейки. Так что увидимся в следующих выпусках программы «Подворье». Спасибо.